А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. В этом ролике я постараюсь донести до вас свою историю о том, как я стал вести YouTube-канал на тематику истории чеченцев, защищая честь и достоинство моего многострадального народа. Мое личное отношение к ингушам и почему на этом канале так много видео, связанные с Ингушетией. Начнем с того, что канал Бакоя изначально назывался «Кавказспорт», куда я скидывал видео с участием кавказских бойцов. В 2014 году я создал этот канал и ввел его на протяжении 4 лет, до 2018 года соответственно. Я ревностно любил и продолжаю любить свой народ. И такое же отношение у меня было и к ингушскому народу. Я не отделял ингушей от чеченцев. Напротив, я всегда считал, что мы один народ. Я был ярым войнахистом. Я даже помню, у меня проскальзывали такие мысли. А что, если убрать слово «нахчи» и «галгай», заменить все это термином «войнахи»? Я часто думал об этом. Я просто хотел, чтобы чеченцы и ингуши жили в одной республике, под общим названием «войнахи». Но потом случилось то, что случилось. Осенью 2018 года начали появляться новости о границе между чеченцами и ингушами. Что чеченцы хотят вернуть земли из Ингушетии. Видя эти новости, я недоумевал. Я просто не понимал, что хотят власти Чечни от ингушей. Я этот вопрос задавал отцу. Я говорил отцу: Ингушетия и так самый маленький регион в России. Если мы вернем у них земли, там ничего не останется. Было бы лучше, если наши занялись Ауховским районом, который с момента депортации чеченцев и ингушей находится в составе Дагестана. Как сейчас помню все это, и отец согласился со мной. Можно сказать, мы тогда душой и телом были за ингушей. Но потом начали происходить митинги в Ингушетии. Оскорбление чеченцев слышалось даже из уст старейшин, не говоря уже о молодежи, которая кричала во весь голос: «Бейте их, это чеченцы!» И выступление Даута Индиева, где он говорил: «Никогда у меня не было там братьев и не будет». А рядом стоящие мои братья-ингуши вместо того, чтобы заткнуть рот провокатору, начали смеяться и хлопать. Наблюдая за всем этим, негатив, который исходил от ингушей в сторону моего народа, мое мнение начало меняться, и уже через полгода оно, можно сказать, изменилось кардинально на 360 градусов. Я уже не был тем, кто был раньше, и войнахом себя не называл. Вследствие чего я создал канал Нахчи и начал отвечать провокаторам как только мог, при этом не имея ни знания, ни материала, ни поддержки, как сейчас. Я не знаю, как вам доказать правдивость того, что я сказал, но я готов поклясться на священном Коране: все, что я сказал, это истинная правда. В качестве небольшого пруфа я покажу вам один скриншот, который мне прислал ингуш, админ канала Довзер. Как вы видите на скриншоте, комментарий мною был оставлен около 6 лет назад. Я не отделял ингушей от чеченцев. А те умники, которые приходят сюда и пишут, что я сею смуту между чеченцами и ингушами, вы ошибаетесь. Такие комментарии вам нужно оставлять под роликами тех людей, кто действительно посеял смуту и вражду между нашими народами. В чечено-ингушском конфликте виноваты только ингушская сторона. Этот канал не является антиингушским. Я не против целого ингушского народа. Когда горе-историки Смех Хелл и другие различные организации оставят мой народ в покое, не будут оскорблять нас на своих собраниях, обвиняя во всех своих проблемах, лично на этом канале мы не скажем ни одно слово о Ингушетии. Это касается и тех, кто во весь голос орет, что чеченцы забрали у них земли.